Температуры в республике Саха опустились до экстремально низких значений. В Якутске столбики термометров сегодня показывают минус 57 градусов Цельсия, а в некоторых улусах температура достигла рекордных минус 65 градусов Цельсия. Изношенные электрические сети и системы водоснабжения не выдерживают таких морозов. За последние сутки в Якутске зарегистрировано не менее 5 аварий, связанных с перемерзанием труб холодной и горячей воды в многоквартирных домах. На фоне этих событий местные власти продолжают обсуждать реформу ЖКХ. Председатель Илтумен Алексей Еремеев в канун Нового года заявил, что население должно готовиться к увеличению платежей. По его словам, вся реформа сводится к повышению тарифов, что ляжет дополнительным финансовым бременем на жителей. Мы на сегодняшний день каждому жителю республики, начиная от 60% до 95%, субсидируем его отопление, ваше тепло. Вы платите всего-навсего в городе Якутске 40% от предоставленных вам услуг. Эти субсидии должны стать адресными и не к предприятию приходить, которое предоставляет эти услуги, а непосредственно гражданину. По всей видимости, субсидировать коммуналку будут участникам войны и льготным категориям, таким как пенсионеры и инвалиды. Остальные будут платить по 100 тысячам рублей. Также остается открытым вопрос: дадут ли чиновники гарантии, что собранные с населения средства будут направлены на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры? До сих пор это не выполнялось даже при наличии субсидий, а с прекращением господдержки ситуация, вероятно, ухудшится.